Старожевская школа. Сегодня это вполне достойное, полноценное учебное заведение со всеми удобствами для учащихся и учителей. К каждому ребенку особый подход. Все утро мы с ними обнимаемся. Вот. Так. И Центр образования постоянно занимается в школе. У них, хотя есть свое здание, туда мы идем, здесь мы занимаемся. И не случайно площадкой для проведения республиканского педагогического совещания было выбрано именно это учреждение. Школа для любого человека – один из важных этапов жизни, а для сельской глубинки – это еще и центр цивилизации, говорит, открывая события, глава региона. Я сельчанин, я никого в городе не жил. Я родился в селе, вырос в селе, сельскую школу закончил, всю жизнь работал. На полях, в колхозе. Ничего плохого никогда не ощущал, никто, знаете, мне не мог сказать, что я в жизни чего-то не умею. Все это дала сельская школа. В нашей республике много удаленных поселений и деревень. Время заниматься сельскими и малокомплектными школами. На сегодня в Коми таким образом удается сохранить 106 таких учреждений. Чтобы обеспечить достойные, комфортные и, главное, безопасные условия для детей, предстоит построить еще 31 современную школу. Я просто хочу сказать, что 13 сегодня наших районов ждут по несколько новых школ. А эта школа, как вы знаете, построена в начале прошлого века, имеющие, по сути дела, все удобства на улице, без воды, без канализации. Конечно, в таких условиях нельзя воспитывать современное подрастающее поколение. Понятно потом, как огня люди страшатся тех мест, где они были вынуждены жить. Дальше, условно говоря, они, конечно, бегут сюда, сломя голову. Вот за это мы с вами должны бороться. Мы должны бороться за наше подрастающее поколение. Этот вопрос глава поднимал и на встрече с министром образования России Ольгой Васильевой. Тогда он предложил разработать типовой проект сельской малокомплектной школы с наличием жилых помещений для преподавателей. Мол, мы готовы стать пилотным регионом по реализации такого проекта. Поднята тема и о привлечении на село молодых учителей. Руководству школ поручено детально прорабатывать вопросы, касающиеся жилья и других привлекательных условий. К примеру, в Старожевской школе такая практика успешно применяется. На селе именно чувствуется настоящая жизнь такая. Ну, по поводу воздуха не буду говорить, что чистый воздух, но в селе настоящие такие вот люди открытые, они еще не успели испортиться городской цивилизацией. И, соответственно, именно здесь можно попробовать изменить мир хотя бы не полностью, но в небольшом масштабе. Сергей Гапликов предложил развивать программы трудового и дополнительного образования и выступил с инициативой проведения среди сельских школ нового республиканского конкурса имени Александра Католикова, победители которого будут получать грант главы на приобретение оборудования. А еще 28 августа может вполне стать днем сельской школы. По примеру Карелии, где такая памятная дата введена еще 5 лет назад. По задумке, это еще больше будет подчеркивать стратегическую важность храмов знаний на местах. Евгений Ершов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Карткиросский район.